С утра по адресам временного проживания мигрантов в Карбулаке наведываются сотрудники правоохранительных органов. Обычно подобные проверки сопровождаются бегством, но тут, как ни странно, в этот раз непрошенным гостям даже рады. Сотрудник полиции проверяет наличие документов. Предполагаемое бегство и погоня не случилось. У всех присутствующих с документами проблем не возникло. Есть лицензия, временная прописка, своевременная оплата и паспорт на руках. Как заявляют сами мигранты, давно уже приучили себя соблюдать законы в России. Нет, закона никаких проблем нет. Там все нормально. Это единственная известная полиции точка, где размещаются мигранты в Карбулаке. Всего в этом общежитии остаются порядка 45 человек. Мы застали только 4, остальные в это время на работе. Но участковый заверяет, что ежедневно проводит проверку на этом участке и нелегалов здесь пока не выявляли. Здесь проживают иностранные граждане. За последние несколько лет за период проживания в данном адресе ни одного иностранного гражданина с нарушением законодательства действующего выявлено не было. То есть все, соответственно, как пребывают на территории, регистрируются. Ильяс Илиев, владелец земли и жилпомещения, в котором проживают мигранты, делится, что сам лично контролирует всю документацию своих арендаторов, курирует их и помогает со сбором пакет документов. Обязательно. Мало того, что проверять, каждый раз по всем инстанциям, по больницам, спеццентр, нарколог, кожвен, за каналом поликлиники, маснachaq и потом уже папку готовят, сдают они на патент. После ужасающего теракта в московском Крокус-Сити-Холл, в результате которого погибло 139 человек и 182 пострадало, глава региона Махмуд Али Калиматов поручил членам правительства и главам муниципальных образований проверить законность пребывания всех мигрантов на территории Ингушетии. А те, у кого нет соответствующих документов, должны быть выдворены из страны. В случае с Карбулаком законы о пребывании мигрантов на территории города говорит о слаженной работе всех структур правоохранительных органов. Частые рейды и проверки привели к тому, что мигранты просто не хотят попадать под административную ответственность. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.